Двигаемся. Привет. Друзья, всем привет. Сегодня суббота, очередная наша покатушка, веловылазка. Ну и хотелось бы, как по традиции, сказать, нет ничего лучше, чем оставаться дома в такую погоду, лежа на диване или в кресле, ну и смотреть велоканал Ильи Архипова. А сегодня мы едем на Ермолку, потом по плану у нас Техтюр, ну и дальше попробуем доехать до Нижнего Бестяха, ну там как получится. Но сейчас температура воздуха минус 31 с утра, но по ощущениям как будто даже теплее. В общем, с погодой нормально, дует немножко такой ветерочек, слабенький, но это не беда. Мы оделись тепло, нам даже жарко. Проезжаем Якутский хлебокомбинат. Впереди будет поворот направо на сторону района ГРЭС. Да, вот немножко срезали, выбрались на асфальт. Сейчас тут по краю покатим. Видите, погодка пасмурная, не солнечная, но ничего. Вносит свой определенный антураж такая погода. А с погодой повезло. Ох, реально. Ну, тепло, короче. И почему-то вспомнил сразу слова песни Виктора Цоя «Кончится лето». А с погодой повезло. Дождь идет который день. Хотя по радио сказали, жарко и будет даже тень. Но, впрочем, в той тени, где я, пока и сухо, и тепло. Но я боюсь пока. Вот, но мы ничего такого не боимся, но единственное, что хотим, чтобы дорога нормальная была, там с Техтюра до Бестяха. Так, а мы проезжаем потихоньку улицу Бабушкина. Это перекресток. Сейчас будем ходить налево в сторону переправы, ледовой переправы автозимника на Техтюр. Впереди Федя шпарит. Он сегодня без шипов, отчаянный человек. Ну и в наших поездках мы всегда стараемся ехать по обочине. Ну то есть по тротуару или вообще вот как мы сейчас едем с края дороги по накатанным тропинкам. Потому что там на дороге она очень узкая. И туда-сюда машины гоняют, большие грузы. Очень опасно, поэтому стараемся больше вот так ездить. По, как сказать, по обочинам. Фух. Что-то жарко стало, ребята. Жарко-жарко уже. А мы говорим до свидания, ГРЭС, Якутск, и поворачиваем направо в сторону официальной ледовой переправы, которая ведет и в Нижний Бестях, и в поселок Техтюр. Но мы поедем в сторону Техтюра. Фух. Ветерок ощущается на открытой местности. Поддувает немного. О, вывеска. До Магадана 2018 километров. Но мы туда не поедем. Ну и вот легендарная трасса начинается. Р-504. Идет дальше в сторону Магадана. Приближаемся к переправе, на метров 20 осталось всего. Вот машинки гоняют. Вон этот контрольный пункт синего цвета, будка. Ну и нам налево надо будет. О, гаишники стоят еще, контролируют переправу. Надеюсь, до нас к нам вопросов не будет. Так, мы двигаемся вдоль берега.
Вот эта дорога выходит на переправу до Тектюра. Мы уже тут катались с Димой на той неделе. Да, друзья, вот мы и на переправе. Сейчас едем тут окольными путями. Основная дорога слева, но тут типа получше даже дорога. Короче, мы на правильном пути. Друзья, настало время тяжелой артиллерии. Я с собой маску взял зимнюю. Как раз тут ветер поддувает. У меня уже лицо начинает мерзнуть. Хочу вот показать, вот такая маска зимняя, арктическая. С такой маской даже на Эверест люди забирались. Так что вот классная маска, всем советую. Вчера примерял, на почте получил. Размер очень подходит, видите, здесь утяжка есть. Размер можно варьировать. Вчера я примерял, потом Натали приходила, примерила, тоже ей подошло. В общем, вот такая маска, сейчас покажу. Ну как я вам, друзья? Для воздуха дырка есть, глаза. Ну сейчас попробую, прокачусь. Вчера где шел пешком, было жарко. А сегодня проверю на велосипеде, как оно будет. Но я думаю, для снегохода, для рыбалки это отличная вещь, если когда ты без палатки сидишь на открытом воздухе, то тебя ничего не будет продавать. Хорошо. Вот, друзья, плохая дорога началась. Хотя вон Федул, Федя, по ней проехал, то смотрите, какие эти. Короче, как хуже стиральной доски, короче, вот эти вот пупырышки торчат из снега, изо льда. Вот разбитый лед. Короче, мы с Димкой не рискуем. Идем пешком, заодно ноги прогреем. Вот такая дорога у нас встретила. Ну, на той неделе дорога тут была прямая. Это, представляете, за неделю вот так дорога разбили так. Фух. А вот, друзья, начинается лед. Вот две колеи и чистый лед. Да, экстремально одной рукой по льду рулить. Вот. Вот, друзья, маску затестил, проехал, ну, где-то 2 километра примерно. Ну, в общем, маска вообще классная, на самом деле. Лицо не мерзнет, тепло, нигде ничего не поддувает, не продувает. Но есть единственный минус. Вот если у вас синусит или там сопли текут, придется их обратно в себя. Потому что тут, ну, никак не посморкаться. Это надо останавливаться, как-то в эту щель искать носом. Короче, лучше, ну, в смысле, вот единственный минус это маски, это то, что сморкаться не получится. А сплевывать можно. Фу. Вот так вот потихоньку. Ну, в общем, маска огонь. Всем рекомендую. Приближаемся к Ермолке. Ветерок немножко такой боковой, но нормально. Хоть не встречный. Фу. Ноги немножко стали подмерзать. Наверное, скоро надо переходить на ноги, на пешеходный ход. А вот, друзья, единственный рыбак на Ермолке. Машина под Наташей. Наташа — это вот одеяло называется, теплое для автомобиля. Вон палатка зимняя с печкой. И больше никого, смотрите, это Ермолка. Ну вот, года 2 назад народ еще тусил. Было много рыбаков, а последние 2 года здесь вообще практически никого нету. Но связано это с тем, что, видимо, рыба ушла. Было это, как сказать, вода упала летом. Тут песков много. Ну, в общем, рыба ушла, короче, тут нету. Как в анекдоте.
Здесь рыбы нет. А кто это? Директор стадиона. Да, ребят, вы удивитесь, а впереди, ну, в метрах 100-200 едет человек на велосипеде. Представляете? Спросим, откуда, куда. Он катит. Вон катит на МТБ. А, это же Иван. Ваня, ты? Ваня? Да, это кажется Ваня. Я что-то вот по велику. Да, это Ваня на Шульц. Момс фаворит. А что он там делал? Кажется, это он. Осторожно, машина. О, тут машины гоняют еще туда-сюда. Дорога узкая. О, да, это Ванька. Наш комрад, товарищ. Да, мы очень удивлены были, увидев сдалека велосипедиста, и подумали, неужели такие, как мы, есть отмороженные люди. Привет, это Иван, наш друг, товарищ. Коллега ваш. Да, он на велосипеде. А ты что, откуда? Я с Тюктюра. А, там... Вчера в 12:30 выехал оттуда, в 12:40 203-го. А, Сюда ничего у себе. знакомых переночевал. Где-то 3:30 где-то подъехал. На медленном темпе. Сейчас только что вот выехал, возвращаюсь обратно. Вот. С небольшим грузом. Ну, Чё, молодец. вы чё? А мы это, сейчас как, до да? Тихтюра, потом Полы, потом по Я горам. понял. В Бестях хотим проехать. А ты как? Ты, получается, по этой дороге в Тихтюр приехал? И... По этой дороге приехал и обратно сейчас. А, Я с вещами, поэтому мне далеко ехать. Сложно, да и Ну, тренировки ну. нету. Как понятно. у вас? А мы удивились очень. Вон, Я тут смотрю, что на буранах едете или о чем едете? велик Вани, Шульц Момс фаворит. А я смотрю, ну, сдалека руль широкий. Думаю, что-то таких рулей же мало. Надеюсь, ты И- заснял, как я упал. Обязательно? Обязательно. Думаю, Иван едет точно. У тебя этот сиденье, да, смотрите, он с этим, с чехлом. Ну, да, типа, ну, китайский чехол и сверху пришил вот этот такой, как сказать, импровизированный, войлочный, этот, как его. Ну, от сидушки взял и Ну. перезашил. Ну так теплее, да, в нем? Ну, так, ага, теплее. Вот. Ну, мы рады были тебя увидеть. Да, по твоему методу оделся многослойно. Да, вот так встреча. Да, я смотрю, вас трое, думаю, явные линьки Дима и Федя Медус. Так, ну что ж, мы тут прощаемся с Иваном. Он сейчас дальше, ну, откуда мы приехали, поедет в сторону города на 202. Вот, а мы дальше сейчас. У нас только дорога начинается. Вот, так что Иван пораньше сегодня до темноты по-любому вернется. Очень рад вас встретить. Да, мы тоже рады. Неожиданный сюрприз Вот такой. наш комрад, товарищ. Да. Пожелаем тебе удачи. Спасибо. Вам также удачи. Все. А вот мы и в Тихтюре. Буквально тут 100 метров осталось до подъемчика. Вот небольшой впереди на тот берег. Мы считаем, что на том берегу почти. Ну и поселок начинается. Поселок Тихтюр. О, лошадки, смотрите, какие красивые. 3 лошадки белые, одинаковые. Ну и там тоже лошадки. Ну тут целая ферма, короче. Типа канибаза Тихтюра. Тут постоянно, мы даже там в каком-то году видели, как лошадь рожала. Был такой момент, да. А мы едем по улицам Тихтюра. Вот тут все, как обычно в деревнях, деревянные дома, частные подворья. Фух. Сейчас подъем будет начинаться, на который мы, наверное, пешком будем забираться. О, парни вообще мощные,
в гору поднимаются сами. Я вон шагаю с великом. Вон Федя уже, наверное, у него проскальзывает, уже не шипы. Поэтому скользко. Вот какой дом строит. Большой. Так, а мы как будто бы в горку едем. Раньше этого дома не было большого. Фу. Кажется, мы правильно едем. Надо спросить, можно пройти, нет? Да, друзья, мужик, фермер, который вот с лошадьми, сказал, что мы прям, ну, как бы едем правильно, направление правильно. Потом, говорит, поворот будет направо и выходит дорога до Нижнего Бестяха. Ну, вроде бы верно едем. Пока дорога очень хорошая, это радует. Видно, что машины ездят, поэтому пока нам с дорогой везет. Ну, надеемся, вся такая будет хорошая дорога. А тут ветра нет вообще в лесу. Классная такая атмосфера. Заснеженные дороги, деревья в снегу, как в зимней сказке оказались. Фу. Остановились, сделаем 5-минутку, попьем чай. Сникерсы, шоколадки. Все с собой взяли. Кроме бутербродов. Но если там пирожки, что-то такое брать, бутерброды, то они быстро замерзают и превращаются в лед. То есть потом их невозможно будет даже есть. Фу. Чай с бальзамчиком, который вот Натали вчера подарила. Добавил сюда, ну, капель в этот термос 7 где-то ложек. Да, и так. Он с сахаром еще, бальзамчик. Да, он вкус так, как бы этот, даже лучше стало. Вкуснее пьется чай. Фух. Ой. Пару стаканчиков. Чуть приоткрыть. Фух. О, классная, прекрасная просто чай. И погода классная. Тишина такая. Скорее бы весна. Ну, по ощущениям, как будто вот начало марта, где-то 10 числа марта, вот так. Такая обычно погода. Ну, главное, ветра нет, вообще тепло. Фу, и накат хороший. И дорога хорошая. Пока все хорошо. Тю-тю-тю. Надеюсь, нормально, без приключений доедем до Бестяха.
А вот мы и на трассе Р-504. Ну да, без тяха где-то километров еще 15-20 крутить. Примерно так. Фух. Вот видите, обочину почистили. Очень хорошо в этом плане. Вот катим по обочине. Никому не мешаем. Здорово. Так, друзья, вот эта дорога, мы, по идее, если бы по Лепу поехали, мы бы отсюда вышли. Ну, с этой дороги. Но дорога ужасная, смотрите, вот заснеженная, там вообще, короче, ну, по идее, даже лучше, что мы на трассу пораньше вышли, да? Сейчас меньше страданий. Фу, подъехали к Стелле. Якутск-Магадан. Трасса Р-504. Немножко отдохнем тут и дальше. Ну, до Бестяка километров 2-3 всего осталось. Не так далеко. Надо сделать паузу небольшую. Так, посмотрим. Тут информационная доска. Объекты придорожного сервиса. Трасса Колыма Р-504, Якутск-Магадан. Вот тут кафешки расписаны, АЗС, столовые. Вот поселки указаны. Федеральное управление автомобильных дорог Вилюй. Да, блин, дудельщиков хватает. Как Андрюха их называет, додики. Каждый, блин, второй сближается и сигналит во все. Как это же раздражает. Неправильно, ребят, все. Нельзя дудеть велосипедистов на трассе. Это создает аварийную ситуацию. Так, ну что ж, друзья, мы в кафешку. Кафе называется Саламат. И, короче, этот вот рис с тефтелькой, компот, хлеб один и полпорции тушеной капусты вышло 272 рубля. Ну, в принципе, нормально. Адекватные цены. Я очень рад. Жду, когда подойдет Дима с Федей, они сейчас еще в очереди. Фу, ну тут, в общем, повесили свои вещи. Вот у нас сушатся шапки, перчатки, все как обычно. Фу, немножко подустал, но с утра вообще ничего не ел, поэтому в животе уже урчит. Хочется покушать. Фу, ну что ж, мы покушали, немножко отогрелись. Ну, правда, да, вот все сыроватое, вот шапка, куртка, но ничего. Главное, поели, набрали сил, энергии. Ну и сейчас дальше. Что, ребята, поехали вниз. Сейчас вниз будем спускаться. На ледовую переправу. Поедем через Зеленый Луг в Якутск. Обратно 15 километров примерно. Выехали к реке, к переправе. Туда, потом направо. И там вдалеке виден уже город, огни города. В общем, где-то 12 километров примерно до города.
Да, машин капец много. Туда-сюда гоняет. Сейчас как-то аккуратно надо будет ехать. Дорога узкая. Фу, остановились. Сделаем немножко паузу, отдохнем. Тем временем вон луна появилась. Вон, видите, белое пятно. Вот такая дорога. Ну, мы думали узкая будет, но тут на самом деле 2 полосы. Там дальше было 3 полосы. В общем, нормально ездить можно. Дорога хорошая. Давай, чуть-чуть осталось, парни. Газуем. Так, ну все, мы практически вот в Якутске. Остановились попить чай. Вот термос. Сейчас чаю попьем. И в город. По домам. Так, а мы заехали в ледовый городок. Смотрите, какие ледяные стены красивые. Вот. Ремонт идет, делает вовсю. Ледяные фигуры. Там горка будет. Вот так. О, ледяная глыба. Лед. Ну как она рухнет? Она же замерзла же. Плотно сидит. Тяжелая. Ну что ж, ребята, все, мы вот приехали благополучно. Такая приятная усталость, как обычно после таких покатушек. Вот, мы сейчас на 202-м. Сейчас ребята отстреливают, дальше поедут по своим делам. Я до дома. В общем, покатушка удалась. Было все супер. С погодой повезло, кстати. Ветерок был, но не сильный. Вот. Где-то по плану. Да, все по плану было, нигде не буксовали, нигде не заблудились. Нормально поели в кафешке Саламат. Вот. Ну и успели, главное, до темноты. Обычно мы, бывало, по темноте приезжали, а сейчас, вот видите, еще светло. Сейчас сколько часов где-то? 4. Да, 16:00, 4 часа. Ну, буквально все уже сейчас темнеет, через полчаса. Но мы успели это сделать, проехали маршрут. В общем, всем, ребят, спасибо за просмотр. Как всегда, ставим лайки и оставляем комментарии. Также напомню, что есть у меня канал ВКонтакте. Можете найти по имени и фамилии Илья Архипов. И в Рутубе также Илья Архипов. Я дублирую все видео. Также присоединяйтесь в мой телеграм-канал. Передай привет водителям, которые сигналят. Да, и передаем большой привет дудельщикам, которые нам сегодня каждая вторая машина сигналила, приветствовала. Мы их тоже приветствуем. В общем, особенно самосвалом. Особенно, да, самосвалы, которые там продудел прямо в миллиметрах. Нам понравилось. Да, нам все понравилось. Все, всем пока. До скорых встреч.